Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. От первых радиостанций и до современных цифровых технологий вот тот самый путь, который прошла отрасль связи. Современный информационный бум – это результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников, в общем, всех, кого судьба связала с отраслью связи. И, кажется, совсем недавно россиянин Попов и итальянец Маркони пытались преобразовать электромагнитные колебания в человеческую речь. Но уже сегодня радио, телевидение и мобильная связь стали естественными атрибутами жизни человечества. Сегодня мы поговорим о том, как меняется мир коммуникаций, какие вызовы стоят перед специалистами и какие возможности открываются перед регионом. У нас в студии ведущие эксперты отрасли. Добрый вечер всем. Добрый вечер. И первый вопрос, он будет такой, общий, скорее всего. Какой же момент в вашей профессиональной карьере, связанный с развитием связи у нас в республике, вы считаете самым значимым? Ну, разрешите мне взять первое слово. Я хотел бы в преддверии праздника профессионального дня радио поздравить, во-первых, всех наших коллег, всех телезрителей. И для нас отрасль связи, для республики, конечно же, это не пустой звук, это основополагающая отрасль, которая развивает все отрасли экономики республики. Да? И по самым важным, ключевым событиям связи, мне как, скажем, я не люблю слово чиновник, профессиональному госслужащему, который проработал более 20 лет, начиная с истоков Министерства транспорта, связи и информационных технологий, это в далеком 2010 году, и потом уже образовался Госкомитет по связи. Ключевое событие, это, конечно же, приход оптоволокна в город Якутск по маршруту Якутск-Тында. Это было в 2012 году, в декабре. Я уже в составе сотрудника, так скажем, Госкомсвязи выезжал на экспертизу, мы проводили проверку этой трассы по железнодорожной ветке, получается. Это ключевое событие, которое дало громаднейший толчок в развитии, цифрового развития. Понятно, что связь – это инфраструктура. Вторым таким ключевым большим событием, я считаю, это приход цифрового телевидения. С 2013 по 2018 год у нас подключено более 200 телевизионных станций, это 95% охвата населения, то есть мы сейчас можем смотреть цифровое телевидение. Ну и, конечно, следующий виток, это наш флагманский большой проект по развитию инфраструктуры, это «Синергия Арктики», когда мы поставили себе задачу развития высокоскоростного проводного интернета, это в Арктике, получается, 61 населенный пункт. Вот следующая контрольная точка. Ну а в будущем, я думаю, это уже развитие низкоорбитальных спутниковой связи, которые тоже послужат, свою лепту внесет в развитие инфраструктуры связи для отдаленных населенных пунктов. Ну, давайте так, если вы отметили про волоконные линии связи, сначала поговорим про синергию Арктики, а потом вернемся к цифровизации телевидения, чтобы у нас была такая хронология, если уж мы смотрим куда-то назад. Андрей Валерьевич, как вообще можно обеспечить здесь стабильную связь? Ведь у нас это и мерзлота, и труднодоступные поселки. Да и в целом Якутия большая, там же более, по-моему, 3 миллионов квадратных километров. Здравствуйте еще раз. Значит, смотрите, во-первых, отвечая на ваш предыдущий вопрос, хотелось бы сказать, что мое появление и вообще мой главный, наверное, вызов здесь был связан как раз с этим проектом. Я в прошлом году приехал в Республику Саха и, соответственно, приехал для того, чтобы в первую очередь осуществлять реализацию этого проекта большого, федерально-республиканского, который стартовал в прошлом году. В этом году мы уже перешли к фазе, так сказать, номер 2, потому что первой фазой можно назвать подготовительные мероприятия, подготовка распоряжений, финансирование этого проекта, которое состоялось в прошлом году. И с этого года началась уже непосредственно его реализация. Сейчас ведется работа, связанная с проведением конкурсных процедур, с подрядчиками, с поставщиками кабеля. Вот недавно, на прошлой неделе, коллеги мои ездили уже на приемку первых километров кабеля, которые изготавливаются заводами сейчас, которые побеждают в конкурсах. Поэтому мы активно готовимся к реализации этого большого проекта. Уже в этом году, соответственно, цель оказать услуги связи по наземной оптической сети в 8 населенных пунктах. Это населенные пункты, соответственно, в Алекминском районе, Кинна, Инях, Дельгей, Дабан и Чапаева, в Кобяйском районе Сигянкёль, Тополинное в Тампонском и, соответственно, Харалдан в Татинском. Это уже те населенные пункты, которые появятся до конца года, у которых появится волоконно-оптическая сеть в этом году. Ну и дальше, соответственно, по нарастающей, 25 в следующем и 27 в 28-м, это появление новых населенных пунктов в составе, этой большой, сети оптической, которая будет строиться по Арктике. Так что идем, развиваем эту сеть, ну и, соответственно, планируем в эти сроки, в эти периоды уложиться. Ну, я думаю, что даже идете семимильными шагами. Юрий Владимирович, Виктор Викторович, 25 лет в этом году исполняется РТС. Как... Да, в этом году исполняется
25 лет нашему предприятию. Но, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех наших коллег, связистов, с нашим профессиональным праздником, потому что на самом деле и телевидение, и радиовещание – это очень большой, огромадный просто-напросто пласт работы. То есть это у нас и журналисты, это и студии, это и мы, операторы связи. То есть мы как раз и производим совместный продукт для того, чтобы телезрители могли увидеть сюжеты, которые вы снимаете, могли увидеть те новости, новостные какие-то программы, фильмы, ток-шоу и так далее и тому подобное. Поэтому всех с наступающим праздником. То, что касается нашего предприятия, Российской телевизионной радиовещательной сети. Да, 25 лет назад указом президента 13 августа 2001 года было создано наше предприятие. Разрозненные операторы связи, которые занимались телевидением и радиовещанием, были объединены в единое предприятие. Вот это объединение, оно позволило выйти на совершенно другой уровень в области телерадиовещания. У государства появилась единая информационная политика. Совместно с такими холдингами, как ВГТРК, Первый канал, Останкино, РТРС, было создано на территории Российской Федерации единое информационное пространство. Но то, что касается нашего филиала, мы были созданы чуть позже, мы были созданы уже приказом генерального директора РТРС в 2003 году, 7 мая. В этом году нам 23 года. За время работы здесь, на территории республики, была построена цифровая сеть, было построено практически с нуля 211 объектов, и охват телевизионным вещанием, как уже сказал Петр Васильевич, составил у нас более 95%. 390 населенных пунктов в республике имеют возможность смотреть бесплатное эфирное и цифровое телевидение. Хочу подчеркнуть, что для телезрителей мы оказываем услуги абсолютно бесплатно. То есть никому ни за что платить не надо. Да, к этому же относишься буквально как к норме жизни. Что Да. Вот про цифровизацию. Это 2018 год? Когда все началось? Ну, началось вообще, если мы с вами немного посмотрим по датам, значит, у нас получилось, что 2011 год – это начало строительства цифрового эфирного вещания по всей территории Российской Федерации. 12 сентября 2015 года в городе Якутске в тестовом режиме запущен первый цифровой эфир. Стандарт был еще DVB-T, потом мы переходили на новый стандарт вещания DVB-T2. 2017 год по республике было завершено строительство всех 211 объектов. И таким образом в 2018 году сеть цифрового эфирного вещания была полностью запущена. Работали параллельно, шел аналог в эфире, был переходной период, и шла уже цифра. Ну и потом общероссийские программы в аналоге были отключены. Когда уже телезрители все смотрели цифру, то есть принято было решение, что аналог отключается. Сейчас в аналоге у нас остаются только региональные программы, но пока продляется им лицензия, то есть региональные программы в аналоговом эфире пока будут. Но РТРС же взаимодействует как раз-таки с крупнейшими операторами, как, например, Арктик Телеком. Да, естественно. Взаимодействуем мы со всеми операторами. То есть, опять же, в соответствии с определенными документами, в сеть кабельного телевидения все операторы сигнал забирают у нас. То есть мы отдаем кабельщикам все сигналы общероссийские с местными, с региональными вставками. Все это уходит в кабель. Точно так же мы взаимодействуем с другими операторами, как с сотовыми, так и с Арктик Телекомом, да, то есть это и размещение, оборудование и так далее и тому подобное. Гаврил Иннокентьевич, вы представляете колледж связи. Как вообще получилось так, что вы выбрали для себя эту профессию? Потому что колледж – это кузница кадров. Вот у нас сегодня все представители те, которые, в общем-то, этой связью занимаются. А вы немножечко по другую сторону, Да, но в той же сфере находитесь. Якутский колледж связи и информационной технологии является одним из старейших технических учебных заведений
республики и Дальнего Востока. Нашему колледжу в этом году исполнилось 87 лет. За весь период было воспитано более 12 тысяч специалистов, которые работают и начиная с маленьких населенных пунктов, заканчивая крупными компаниями, вот как НБК СХ, телевидение, сотовые операторы. Мы понимаем, что система образования должна идти в ногу со временем. За весь период, начиная 30-е годы, колледж готовил специалистов связи, к примеру, радиопередачи, да, в 50-е годы телефонной связи, телевизионной связи, 90-е годы сотовой связи, 2000-е уже специалисты информационной технологии. Технологии развиваются, и образование должно идти с ним вместе. В данный момент колледж воспитывает, имеет лицензию по 10 специальностям. Это связанное со связью и информационными технологиями. Конкурс очень большой. В прошлом году на 200 бюджетных мест было подано более 2500 заявлений. Это говорит о том, что сами абитуриенты, родители доверяют колледжу и системе связи. Ну, система образования, она очень такая открытая. Мы понимаем, что пример того же ковида. Все мы помним, что все население, начиная с 1 класса, заканчивая крупными предприятиями, перешли, воспользовались благами интернета, сотовой связи, телевизионной связи, образование тоже перешло. Поэтому колледж связи открыт для развития, да, то есть мы понимаем, что технологии развиваются. К примеру, года 4 назад мы не знали, что у нас появится новая специальность в сфере БПЛА. То есть мы понимаем, что и сейчас нацелен на развитие искусственного интеллекта, таких направлений. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Технологии развиваются, и образование должно тоже развиваться. Да, к этой теме обязательно вернемся. Продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Мы продолжаем говорить о дне связи. Петр Васильевич, Гаврил Иннокентьевич до ухода на рекламу вспомнил коронавирус и о том, что мы все занимались или работали дистанционно по видеосвязи. Сейчас же у нас тоже применяются такие технологии, в частности, например, телемедицина. Да, ковидные времена, это был 2020 год, прошло уже 6 лет. Кажется, как будто это было недавно. Но уже 6 лет, уже достаточно серьезный срок. Действительно, наша команда работала и в те времена, так скажем, да, для нас это был очень серьезный вызов, потому что все происходило с колес. Благо у нас инфраструктура была готова, имеется в виду правительственная связь, и центр обработки данных, да, то есть мы уже имели на руках тогда и решение для общения в режиме видеоконференц-связи, то есть не новинка, да, была история. Но сама культура проведения таких видеоконференц-связей в масштабном, постоянном, каждодневном режиме у нас такой не было. У нас вынудила эта ситуация с ковидом перейти в такой режим. Сейчас это воспринимается стандартная история, как будто так было всегда. Действительно, и телемедицина сейчас, благодаря развитию связи, в том числе и спутниковой, да, наши коллеги из ГБУ РЦИТ работают с медициной в части организации связи именно с центральных районных больниц до фельдшерских пунктов, населенных пунктов поселений. Да. В прошлом году было более 40 тысяч таких видеосеансов, получается, телемедицины, да, и за первый квартал этого года уже прошло 20 тысяч. То есть эта услуга достаточно востребована. Понятно, что территории удаленные, что специалисты узконаправленные, допустим, по медицине, наверное, точно их на местах там, как правило, не бывает. То есть это классический терапевт, но каких-то узких специалистов точно там нет, да. Второе направление – это образование, это сетевой учитель, да, то есть будущее, так скажем, в части формата обучения, да, то есть ребята получают образование в онлайн-формате по тем предметам, которые тоже отсутствуют, к сожалению, в районах республики, да, каким-то специфическим предметам. Поэтому благодаря развитию инфраструктуры связи, да, такие услуги, и в том числе и наши, конечно же, любимые, широко известные во всем мире, это государственные услуги. Да, в прошлом году Якутия, допустим,
люди воспользовались более 2,5 миллиона заявлений. То есть и на федеральном портале госуслуги.ру, и на региональном портале eyakutia.ru. То есть наши сервисы и услуги, они востребованы. Люди уже привыкли и, думаю, они уже ожидают, что эти услуги, и они уже делаются в проактивном формате, то есть с опережением, да, то есть не ждут заявительного характера. То есть если тебе услуга положена, ты ее получаешь там, без лишних телодвижений, без лишних заявлений. То есть мы движемся дальше, и вот коллеги сказали про искусственный интеллект. Я думаю, в эту сторону мы тоже будем активно развиваться. Ну вот я еще хотела, почему к медицине подвела. Недавно же был эксперимент по перевозке лекарств в Да, Хангаласском улусе. Да, это еще отдельная отрасль, помимо того, что... Кстати, здесь тоже связь очень сильно нужна, потому что дроны... Есть, конечно, типы дронов, которые ориентируются по координатам, но есть типы дронов, которые вот в экономике используются, тоже им нужна сотовая связь, да, для, так скажем, прохождения маршрута. Действительно, такой пилотный проект мы с Актемцев до Хангаласской ЦРБ по передаче, по транспортировке биоматериалов мы сделали. И эту историю сейчас мы выводим в боевой, так скажем, боевую плоскость, да, подбираем сейчас эксплуатанта, и уже Минздрав будет контрактоваться. И в последующем это тиражироваться будет. Да? То есть понятно, что, может быть, люди спрашивают, а почему Актемцы и Покровск, там же можно и на машине доехать. Но это был пилотный, проверить как бы сам сценарий, вообще как идет загрузка, как его запускать и так далее. То есть мы отрабатывали как бы сценарий именно вообще этого процесса. То есть медицина у нас на территории республики таким вообще как бы не пользовалась. Да? То есть новшество для нас получается. Ну а в классике вообще задачи БПЛА, я считаю, что где вот бездорожье, где труднодоступны, да, во время распутицы, когда у нас идет, да, вот дорог нету, вот удаленные населенные пункты, вот такие дроны могли бы доставлять медикаменты, биоматериалы, какие-то очень нужные для медицины, так скажем, препараты, лекарства. Поэтому за этим тоже будущее дроны. Вот то, что Коля связи готовит операторов БПЛА, это тоже классная история. Вот продолжая тему, вы готовите операторов связи. По поручению главы республики в 2022 году на базе нашего колледжа был создан Центр по подготовке операторов информационных систем. Тогда наша команда быстро перестроилась. Мы до этого не знали, что такое дроны. Не было такой ФГОСа, не было, программ обучения. И имея материальную базу, имея поддержку, моральную поддержку наших бойцов, которые участвуют в специальной военной операции, мы наработали опыт, наработали специалистов, имеем базу. И первыми на Дальнем Востоке в 2023 году мы получили лицензию на обучение операторов БПЛА. В этом году они стали уже третьекурсниками, в следующем году они выпускаются. Мы за них тоже волнуемся, переживаем. Это первый набор, первое направление, такое сфера. И тесно работаем с нашими партнерами, с крупными компаниями, которые эксплуатируют БПЛА. Также на базе этого центра у нас проходит обучение взрослого населения. Цель центра – это подготовка специалистов в новой сфере. Более 1300 специалистов взрослого населения прошли курсы повышения квалификации, получили специальности удостоверения оператора БПЛА. Такие компании, как Алроса, Сахатранснефтегаз, Лорб, Национальный парк Ленские столбы, Росгвардия и многие-многие предприятия, они у нас проходят курсы, получают такие возможности. Понятно, что она развивается, то есть появляются новые модели, появляются новые технологии. Сейчас даже есть дроны, которые летают по оптоволокну, то есть такие моменты. Но самое главное, наши студенты принимают активное участие во всех проектах. Вот, проект «Мост», дрон, который летает из Нижнего Бестяха до Якутска. У нас воздушная переправа, да, то есть активно принимают. То есть, и вот в этой сфере мы надеемся, что студенты будут полезны для этой сферы, и мы надеемся на сотрудничество с нашими предприятиями в этом плане. Вот еще вспоминаю ВОЛС, есть же проект «Полярный экспресс» в ТИКСе. Есть такой проект. Да, вот как идет его реализация? Ну, смотрите, если говорить про тот проект, тот реализует компания «Морсвязь Спутник». Это большой, серьезный такой федеральный проект. Действительно, это по дну океана сейчас идет сюда, приближается в нашу сторону, в сторону Тикси. Сейчас, соответственно, значит, кабель этот. Даже по некоторым оценкам, возможно, в этом году, ну, может быть, в следующем он придет, действительно, значит, в порт Тикси. А мы как раз, строя проект «Синергия Арктики», должны прийти в этот порт, соответственно, значит, наземной оптической сетью и там состыковаться. Причем это не только
порт Тикси, это еще и Пивек в Чукотском автономном округе. Значит, также мы там планируем и в Найбу зайти, соответственно, в наш здесь Республики Саха порт. Суть в чем? Что две сети, которые наземная и, значит, подводная, они будут стыковаться в нескольких точках. Это несколько задач решает одновременно. Ну, во-первых, это, несомненно, резервирование, потому что каждая сеть, которая развивается, она требует взаимного резервирования, и мы, конечно, будем с коллегами резервироваться. Во-вторых, это приход в республику, соответственно, независимого еще одного маршрута оптического. У нас с вами всего лишь 2 оптических кабеля сейчас приходит по земле, 2 операторов магистральных, да, соответственно, это приход, значит, нового независимого игрока, что даст возможность развитию связи, там, появлению новых тарифов, шире, соответственно, значит, представление какой-то линейки, значит, услуг в республике Саха. Значит, кроме этого, соответственно, мы через территорию республики сможем транзит трафика осуществлять с территории, соответственно, ну, так сказать, южной части страны через, значит, северные территории на, значит, вот этот арктический маршрут. Поэтому это на самом деле все очень звучит, так сказать, логично и синергетично, наверное, да, потому что и тот кабель, и этот кабель строятся, они должны состыковаться и друг друга дополнить. Поэтому, значит, вот этот проект действительно идет, и наши коллеги активно строятся. Но проектов-то очень много, инфраструктура растет. Как вообще это все обслуживать, развивать, новое изобретать? Тут, наверное, надо быть открытыми. То есть Якутия славится своей открытостью, и территории большие к нам приезжают, они вот понимают, что мы сейчас говорим, что Якутия не 6 Франций, там, а целая Индия. Да? То есть такую территорию надо и технологиями, чтобы мы могли общаться с Верхоянском и Жиганском вот, напрямую. Поэтому, мне кажется, сама условия жизни нас стимулирует быть ближе к связи, к новым технологиям. Пример простой. Когда-то в одном из районов пришло оптоволокно, и сразу же упали цены на такси. То есть, ну, определенного агрегатора, который мы знаем. Да? То есть до этого были монополисты, там как бы радиосвязь была, а сразу вот 2-3 раза упали цены на такси. Поэтому мы понимаем, что связь очень важна для Якутии, и специалисты в этой сфере тоже нужны очень. Поэтому мы благодарим Министерство инноваций, Министерство образования, которое поддерживает наш колледж. В 2019 году, 2024 году мы получили большие субсидии из Министерства просвещения Российской Федерации, более 60 миллионов. Потому что и Федерация, Российская Федерация, и Республика поддерживают. То есть в этом плане технологий у нас есть. И одно из направлений – это обновление материально-технической базы. В этой сфере мы колледж активно работает. И в этом году тоже участвуем в проекте «Профессионалитет». Это современное, ну, новое направление в сфере среднего профессионального образования. Тоже вот ожидаем результатов. И вот все предприятия, которые здесь присутствуют, они нас поддержали. Хотелось бы дополнить. Ваши студенты у нас регулярно проходят практику. И вот на самом деле ребята, которые проходят практику, глаза, смотрю, горят. То есть ребятишкам нравится заниматься именно связью, радиотехникой, новыми технологиями, и это не может не радовать. Да, а вот, Виктор Викторович, вы тоже выпускник колледжа связи, или вы были в каком-то другом учебном заведении, что вас путь привел в РТРС? Начинал я учиться в Якутском государственном инженерно-техническом институте. Ну, так как он только создавался, сказать, что он на базе колледжа связи, наверное, нет, но очень много пар лекций проходило именно в колледже. И могу сказать, что действительно колледж связи, он научил меня очень многим теоретическим знаниям, практическим знаниям. Дополню Юрий Владимирович, действительно, мы работаем плотно со студентами, с колледжем, с преподавателями, и очень довольны, что впереди нас ждет будущее. Но мы, естественно, конечно, учим ребят и показываем, что связь – это важное направление в нашей жизни, так как, это основа, Да, это наверное. действительно так. Ну, вернемся после небольшого перерыва, после чего продолжим обсуждать тему Дня связи и предстоящего Дня радио. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Мы продолжаем обсуждать отрасль связи. Мы, кстати, не обсудили, да, Андрей Валерьевич, спутниковую связь.
У вас есть что-то сказать по этому Давайте, поводу? есть, конечно, потому что я вообще считаю, что для такой обширной, самой большой территории, значит, самого большого субъекта Российской Федерации, как Республика Саха-Якутия, без спутниковой связи, в принципе, невозможно. И спутниковая связь, она предназначена для таких больших, значит, территорий, труднодоступных территорий. И нормальным, я считаю, является, что, допустим, там волокно пока находится не везде, оно везде не должно быть. Значит, волокно идет туда, где есть спрос, где есть, значит, население, есть бизнес, но есть такие места, где, допустим, там кочевые школы и так далее, где очень маленькое количество населения, но потребность связи есть. И спутник останется как бы важной. Значит, я считаю, что даже если мы построим как бы все сети, которые есть, важной как бы такой, значит, истории в рамках связи, соответственно, во всей республике. Кстати, Arctic Telecom, значит, с использованием именно спутниковой технологии сейчас во всей арктической зоне и так предоставляет услуги широкополосного доступа населению в квартирах. Мы строим беспроводной широкополосный доступ в населенных пунктах и, по сути дела, предоставляем связь там, куда операторы, значит, наши там крупнейшие, федеральные, не приходят. Ну, потому что им туда просто прийти неинтересно, потому что количество населения маленькое. Во всей, значит, арктической зоне проживает около 50 тысяч населения. Соответственно, мы приходим, бывают населенные пункты, которые там замеряются, там 400 человек, да, и там предоставляем интернет, причем интернет даже предоставляем квартирный, строим сети связи внутри поселков, и пока, значит, приземляя спутниковый интернет, раздаем его, так сказать, в розницу. Потом, несомненно, придя, как бы, значит, оптическая сеть, мы ее будем, значит, раздавать с использованием наземных каналов, но спутник будет оставаться резервом. Очень важно спутник понимать, что мы сейчас, вот сегодня мы говорили, соответственно, про РТРС по поводу цифрового сегмента телевидения, но мы не забываем, что в Республике Саха это тоже уникальная, значит, тема, когда у нас весь пакет НВК Саха предоставляется в аналоговом режиме до сих пор, а он востребован до сих пор. И вот буквально отчет правительства, когда проходил, значит, в начале этого года, это еще раз подтвердило, что люди хотят, чтобы аналоговый сегмент оставался. Arctic Telecom как раз является единственным вот таким оператором, который предоставляет сейчас на всей территории республики. Мы полностью покрываем сеть, значит, наша по всей территории. Мы предоставляем аналог. Это 4 наши республиканских канала и, соответственно, радио Тетим транслируется в аналоговом формате сейчас по всей республике. Кстати, Министерство цифрового развития подтвердило, что частоты будут продлеваться, и мы продлевать будем, соответственно, эту деятельность. Без спутника невозможно было бы это делать, потому что вся эта сеть с использованием спутниковой сети, с использованием спутниковых технологий предоставляется. Ну и, конечно же, надо не забывать про чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, они тоже, к сожалению, есть. И тут спутник незаменим, потому что бывает размывает, сжигает, спутник остается. Это единственная возможность как бы работать без каких-то, значит, преград. Поэтому, значит, я считаю, что спутнику быть, он будет оставаться, и мы, как Arctic Telecom, активно работаем со всеми спутниковыми операторами сейчас, которые в России предоставляются. В первую очередь у нас большой партнер ГПКС, значит, и вот сейчас Бюро 1440 развивает свою спутниковую группировку. Надеемся, что тоже с ними будем сотрудничать. Угу. Ну, про подготовку кадров мы поговорили, и мы выяснили, что колледж вполне способен обеспечить нас высококвалифицированными специалистами, но, тем не менее, какие специальности сейчас наиболее востребованы в сфере связи? Есть уже и спутник, и искусственный интеллект там где-то тоже в затылок дышит. Вот. Ну, тут, наверное, я расскажу, что вот для нас, для нашего предприятия, естественно, нужны радисты. То есть это люди, которые знают, что такое передатчик, что такое приемник. Мир не стоит на месте. Если раньше были ламповые передатчики, да, которые управлялись с помощью рукоятки, надо было его отстраивать, то сейчас уже все современные телевизионные и радиовещательные передатчики, они все уже у нас управляются с помощью дистанционных методов управления. То есть это и программное обеспечение, это и система мониторинга. То есть, но тем не менее, усилитель этого сигнала должен этим заниматься радист. Нам, как вот РТРСу, нужны радисты, нужны информационные технологии, нужны ребята сети системы связи. То есть, в принципе, вот у связистов практически у всех идет узкая специализация. И те знания, которые дают учебные заведения, в любом случае по месту приходится ребят еще раз доучивать, чтобы они уже занимались какой-то вот этой конкретикой. Поэтому я думаю, то, что вот эти специальности в техникуме связи у нас есть, и они на самом деле востребованы для всех операторов связи.
Ну, я, может быть, в дополнение скажу, что, учитывая, опять же, нашу специфику со строительством сетей, достаточно большого объема, а 7 тысяч километров – это большой объем, и учитывая специфику территориальную, это Арктика, мы, например, будем, значит, сейчас, так сказать, открывать потребность в людях, и уже сейчас, значит, занимаемся поиском и, возможно, обучением, соответственно, отдельно мы с колледжем, кстати, тоже очень плотно работаем, у нас много выпускников в колледже, значит, работают в Арктик Телекоме, значит, именно по волсовикам, то есть те, которые будут эксплуатировать волоконно-оптические линии, те, которые будут работать с оборудованием, которое будет стоять, потому что у нас там на территории будет расположена арктическая зона около там 70 узлов, в котором будет стоять высокотехнологичное оборудование, которое нужно будет обслуживать, приезжать, смотреть. Мы, несомненно, будем сеть строить так, чтобы она не требовала постоянного режима, но, тем не менее, без человеческого, значит, ресурса не обойтись. Люди должны приезжать, люди должны смотреть, люди должны, значит, как-то проверять, тестировать. Поэтому вот у нас потребность на ближайшие 3 года будет сейчас достаточно большая в людях, которые будут обслуживать вот эти магистральные линии. И остается потребность, конечно же, в тех, кто работает со спутником. У нас много спутникового, около 1000, так сказать, узлов Арктик Телекома по всей республике, только спутниковых есть. Поэтому мы туда постоянно у нас обслуживаем, у нас есть наши бригады, которые, значит, постоянно, так сказать, пополняются новыми людьми, поэтому мы с колледжем взаимодействуем, мы работаем. Ну, поэтому... я добавлю, я благодарю, что такие специальности, но одним из востребованных в данный момент является специальность обеспечения информационной безопасности. Кибербезопасность наших выпускников, если у них есть армия, с руками отрывают, ну, как бы гражданские предприятия и правоохранительные предприятия, то что студенты вот к нам приходят, наши выпускники, и они доверяют колледжу, потому что они понимают, что есть опытные преподаватели. Ну и добавлю, у нас появились целые династии. Внуки выпускников приходят и родители, поэтому очень важна сфера, которую мы понимаем. Но у нас не только технологии, не только образование, но у нас и воспитание. Мы гордимся, что в колледже связи присвоено имя героя Сустура Петра Ивановича Дудкина. Мы гордимся, что на территории нашего колледжа есть сквер памяти Александра Ильича Борисова, то есть в котором у нас проходит очень много патриотических мероприятий, воспитательных мероприятий. У нас работает студенческий отряд «Связист», который с Арктик Телекомом напрямую работают. Ребята активно участвовали в восстановлении оптоволоконной сети вот после пожаров крупных. Да, то есть ребята, они проходят, и для них это практика, для них это воспитание, для них это уже трудоустройство. В этом плане. И, ну, потребность есть, главное. Конкурс большой в колледже. Здесь тоже можно пару слов добавить. Я думаю, ну, все специальности важны, все специальности нужны. Но не забывать то, что мы идем ногу со временем, это развитие искусственного интеллекта. И сейчас профессия любая, она уже сопряжена будет с этой историей. То есть любой инженер, будь он сетевик или кабельщик, там, я не знаю, работающий со спутниковым оборудованием, такие вот компетенции в будущем. Я так к ребятам, наверное, возможно, обращаюсь. Те, кто сейчас выбирает свой трудовой путь, свое образование, определяет. Но искусственный интеллект, он будет крепко заходить в нашу жизнь, нашу профессиональную деятельность. Поэтому эти компетенции будут востребованы на рынке. Конечно, никто не говорит, что кабель-то в любом случае руками-то ложить надо будет. Да? Вот. Ну, возможно, какие-то в будущем роботы будут использоваться в этой истории. И они сейчас где-то применяются, да? То есть эту технологию тоже будем развивать. Но вот такие вот компетенции в любом случае ребятам пригодятся. Я добавлю, в этом году у нас появилась новая специальность разработчик искусственного интеллекта. Первый набор у нас по направлению ИСИП у нас появится такая уже первый набор в этом году по искусственному интеллекту. По этому направлению. Ну, очень хорошо, что вы затронули искусственный интеллект, потому что у меня осталось еще парочка вопросов ко всем вам. На ваш взгляд, какой будет отрасль связи, система связи у нас в республике, ну, через ближайшие 5-10 лет? Но она будет... Ну, мы уверены в реализации нашего проекта «Синергия Арктики». Да? Но она будет гибридной, так скажем, если с технологической точки зрения смотреть, то в любом случае, вот как Андрей Валерьевич говорит, коллеги, то, что спутниковая связь, то есть приходом проводной связи, это не говорит, что она везде, какие-то места, конечно, она будет не доходить с экономической точки зрения, с точки зрения логистики. Поэтому мы очень сильно верим и надеемся в развитие низкоорбитальных спутниковых группировок, да, которые позволят нам иметь высокоскоростной спутниковый интернет. Вот, поэтому у нас будет связь такая гибридная, и уверен, что в любой точке республики, отдаленной Арктики, ребята смогут, молодые, средний возраст, старшее поколение, общаться со своими родными, любые услуги получать, то есть контент, да, то есть пускай это будет и развлекательный контент, кино смотреть, музыку слушать, образовательная история какая-то, да, или просто общение. То есть мы хотим устранить, так скажем, цифровое неравенство и то, что у нас доступно. Я считаю,
Вот, участвуя в отчетах правительства, люди в Арктике, ну, в основном 3 вопроса задают, да, это отопление, образование и связь обязательно спрашивают. Да, и считаю, что стратегически важной отраслью для Арктики и для республики является связь, то есть наличие ее. Это может как бы остановить, так скажем, отток населения с сельской местности в городскую. То есть если, в принципе, у него там все есть, имеется в виду, и свое хозяйство, или, допустим, он любит охоту, ну, родные края, горы, реки и так далее. Просто отсутствие интернета, допустим, может подтолкнуть молодежь уехать, да? То есть я в этом вижу какую-то якорную историю, что если интернет будет, то они могут, ребята, спокойно развиваться и в сельской местности, и тем самым как бы развивать территории. Да. А телевидение будет одним сплошным телевидением, как это было когда-то сказано, или что-то поменяется? Ну, вы знаете, вот тут с телевидением я бы, наверное, очень аккуратно планы развития говорил. Дело в том, что мы работаем с телезрителями. Новые стандарты вещания, естественно, они уже есть. Но для того, чтобы мы могли работать в новых стандартах, у телезрителя должно быть заменено приемное оборудование. То есть здесь, я думаю, что в ближайшие 5 лет революции пока не будет. Будут развиваться новые платформы. Для телевидения это естественно, да. Но основной стандарт, который сейчас принят в Российской Федерации, он будет продолжен. То, что касается спутникового вещания, там, да, там уже разработаны новые стандарты. РТРС начинает на них переходить. Но это мы именно свою технологию. То есть наша технологическая сеть, это не касается телезрителей. Для телезрителей, наверное, это будет переходы все, ну, лет 8 как минимум, через 8 лет. Угу. Ну и, наверное, вкратце, что бы вы пожелали коллегам-связистам в их профессиональный праздник? Ну, профессионального роста, здоровья, большая благодарность нашим специалистам, которые работают и на отдаленных территориях в Арктике. То есть это непростая работа, очень требующая, так скажем, определенной самоотдачи. Хочется пожелать им здоровья, счастья и новых хороших проектов, и чтобы наша республика развивалась. Я бы хотел дополнить, да, сказать, что на самом деле специфика республики в том, что нас может быть здесь немного, но мы, соответственно, должны помогать друг другу. И я бы пожелал молодежи искать себя, развиваться самостоятельно, как бы искать какие-то новые направления, старшему поколению быть наставниками, воспитывать и помогать. Это очень важно. Ну и всем здесь, на самом деле, действительно, как бы желаю счастья, благополучия, успехов и чтобы связь была надежной. Ну, тут уже сказано много. Наверное, всем связистам профессионального роста. То есть технологии не стоят на месте, и мы ни в коем случае не должны зацикливаться на старых технологиях, а использовать только передовые разработки, которые есть. Здоровье. Потому что при нашей профессии, когда мы работаем в режиме 24/7, здоровье нам просто-напросто необходимо. Ну и, наверное, одно из таких пожеланий – это мирного неба над головой. Чтобы наши коллеги, не только здесь, в Якутии, но и в других регионах, работали спокойно, тихо и мирно. Ну, учитывая наши климатические условия, и сам знаю, как у нас работают связисты. Работал в таких условиях. Могу пожелать энтузиазма, наверное, в каких-то направлениях. Конечно же, развития, идти вперед, стремиться к лучшему. С праздником, коллеги. Всех работников отрасли пожелал бы стремление к образованию, постоянному образованию, самообразованию, повышению квалификации, получение новых знаний, потому что технологии развиваются, мы их должны осваивать и воплощать в реальную экономику. Ну и помнить, что колледж связи всегда на связи. Приходите к нам, мы готовы вас обучить, мы готовы с вами работать. Отлично. Большое спасибо всем, что вы сегодня пришли к нам в гости. Мы сегодня убедились, действительно, связь в Якутии – это не про провода и про вышки, это скорее больше все-таки про людей, которые этой самой связью занимаются. Поздравляем с Днем радио, с Днем связи. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.